Это программа «Между тем», и я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Последние дни насыщены событиями различного толка, согласитесь. И особое любопытство, причем вызывает свежие твиты Илона Маска. У меня лично такое ощущение, что миллиардер занимался в серии твитов жестким троллингом киевского руководства. Напомню, он предложил план урегулирования украинского конфликта, в котором особую роль отводит, внимание, референдума и ООН. Причем особый интерес вызывает тот момент, что Маск назвал украинскую принадлежность Крыма фикцией, результатом ошибки Хрущева в 1954 году. По части новых регионов и Донбасса, в которых преобладают русскоязычные бывшие граждане Украины, их судьбу владелец SpaceX призвал спросить у них самих. Еще раз. Любопытна реакция на инициативы миллиардера. На Украине несколько официальных лиц высказались по этому поводу. Самым дипломатичным ответом Украины оказался ответ Верховной Рады, содержащий всего одно слово – «нет». Экстравагантный бывший уже посол незалежной в Германии Андрей Мельник высказался куда круче, послав, оцените эпичность момента, Илона Маска в пешее эротическое путешествие. Будет за то, что вспоминать потом господину Мельнику. Да я до самого Маска на 3 буквы. В отличие от противника, представители парламента России высказались куда более парламентских выражениях. В частности, депутат от Крыма Шеремет поблагодарил Маска за инициативу и мужество признать Крым российским и назвал слова американского миллиардера отрезвляющими для всего западного общества. Это к слову. Увидимся.